Всем ассаляму алейкум, всем доброго дня. И очень хотелось бы сделать видео по вебинару, который планировали сделать вместе с Маржан Ханым, что может быть причиной нарушения речевого развития. То есть, когда детки плохо разговаривают или у них проблема с речью вообще. Сегодня я бы хотела дать немножко поделиться некоторой информацией. Первое, что может быть одной из причин, это все-таки беременность женщины, ее некоторые заболевания. Это заболевания эндокринной системы, несовмещение резус-факторов, перенесенные вирусные инфекционные заболевания во время беременности, которые могут на это воздействовать, а также принятие некоторых препаратов, антибиотиков и ряд других препаратов. Все это может воздействовать. Также может иметь значение генетический фактор. Дальше продолжаю в следующем видео. Что может быть все-таки причиной, которая может воздействовать на нарушение речевого развития? Первое, мы проговорили, что может во время беременности повлиять. Второе – это послеродовая депрессия, которая также может влиять на это. Третье, самое важное – это поведение взрослых людей в доме. Часто ли бывают ссоры, часто ли бывают громкие крики, из-за которых у ребенка может возникнуть ситуационное заикание. Ну и другие виды заикания тоже. Кто-то в доме, возможно, разговаривает, делая какую-то ошибку. И это автоматически может повторяться и ребенком. Иногда это бывает причиной того, что я хочу быть похож на этого взрослого, а иногда просто бессознательно. Мы продолжаем эту тему. Продолжаем тему, что может быть причиной воздействия на нарушение речевого развития. Естественно, сам родовый процесс тоже имеет одну из причин. То есть это применение физической силы для помощи того, чтобы роженица разродилась, применение стимулирующих препаратов и применение различных инструментов. Но, насколько я знаю, сегодня это не применяется, это как бы осталось в далеком-далеком прошлом и остается психологическое состояние мамы. После родовой депрессии на сегодняшний день они усилились, участились. И чтобы все-таки этого не было, рекомендуется проходить психологическую подготовку роженицам для профилактики после родовой депрессии, потому что она может повлиять и на развитие речи вашего ребенка. Будьте здоровы, а мы продолжаем эту рубрику. Продолжаем теперь говорить не только о причинах, а теперь о диагностике и помощи. Как вообще важно, из какого времени важно проводить диагностику? Ну, первая диагностика – это диагностика самих родителей, то есть наблюдательность. Никто лучше родителей не знает, что происходит с вашими детьми. Когда они начали гулить, как они слышат вас, как они реагируют, знают ли они ваш голос, знают ли они свое имя. И если есть какие-то нарушения, то чем раньше, тем лучше. И если есть какие-то изменения, то, естественно, важно будет подойти к специалистам, взять ряд консультаций, как вы можете заниматься пока с детьми. А может быть и препараты, которые пропишут детские невропатологи, ну и другие специалисты тоже. Продолжим тему дальше. О плановой консультации и плановом посещении врача – это обязательность для того, чтобы смотреть, что ребенок ваш развивается в норме. Иногда бывает так, что не обращают на это внимания, но это очень важно. Важно для чего? Для того, чтобы не упустить важные моменты. Диагностировать можно с 3 лет, но даже если в 3 года вам ставят какой-то определенный диагноз, то это не приговор. Потому что когда ребенок начинает социализироваться, это новый навык, это новое общение. Ребенок начинает общаться со своими сверстниками, с новыми людьми в своем окружении, и это может остаться в прошлом или наоборот усилиться, усугубиться. Поэтому полное обследование вообще важно начинать уже с младшего школьного или дошкольного возраста. Продолжаем рубрику дальше.
кому важно будет обратиться? Ну, важно будет посетить несколько специалистов. Это психиатры, это невропатологи, это педиатры, это нейропсихологи и патопсихологи, логопеды и дефектологи. Эти специалисты, которые вам нужны будут для того, которые смогут вам помочь вашему ребенку все-таки преодолеть эту проблему, поработать и развить свою речь благоприятно, не травмируясь, то есть не ретравматизируясь. Нет неизлечимых болезней, нет того, чтобы что-то невозможно было исправить. Все возможно и все лечится. Главное – верить. Очень часто мне задают вопрос родители. К какому специалисту все-таки лучше подойти для того, чтобы с ним поработали? Ну, первое. Это, естественно, психологи, логопеды, дефектологи, которые вам будут помогать, помимо тех специалистов, то есть врачей, которые вам пропишут медикаментозное лечение, эти специалисты будут помогать проработке речевого аппарата и психологическими проблемами. А кого выбрать? Естественно, как взрослый вы можете почитать, посмотреть, если о психологе, его ли это компетенции, какие обучения он проходил, проходил ли он сам терапию и супервизию. Таким образом, вы можете посмотреть квалификацию психолога и спокойно идти к нему за терапией. Дефектологи и логопеды, естественно, это опыт работы и стаж обучения. Опыт работы и обучения. Но самое главное, чтобы эти специалисты все-таки нашли общий язык с вашим ребенком. Вот эти критерии, которые важно будет учитывать. Удачи вам, не болейте, говорите красиво.